урок. Здравствуйте, ребята! Мы начинаем урок русского языка. Приготовьте тетрадь, учебник, ручку, карандаш. Садитесь поудобнее. Мы начинаем. Я очень хочу, чтобы вы улыбнулись. Работою нашей довольны остались. Пусть этот урок нас порадует всех, и каждый из нас ощутит свой успех. Прочитаем отрывок из замечательного стихотворения русского поэта Сергея Есенина. Это поможет вам определить тему сегодняшнего урока. Улыбнулись сонные березки, растрепали шелковые косы, шелестят зеленые сережки и горят серебряные росы. Ребята, что можете сказать о теме урока? Что будем изучать? Верно, прилагательные в форме множественного числа. Почему вы так решили? В этом стихотворении пропущены окончания прилагательных во множественном числе. А как определили, что это прилагательные во множественном числе? По вопросу «какие?», по существительным, с которыми эти прилагательные связаны. Они также употреблены в форме множественного числа. Известны ли нам окончания прилагательных в форме множественного числа в именительном падеже? Да. Ие, ие. Тема нашего урока – склонение имен прилагательных во множественном числе. Сегодня мы будем узнавать окончания имен прилагательных множественного числа в других падежах. Будем склонять имена прилагательные и правильно писать падежные окончания имен прилагательных во множественном числе. Как вы думаете, что еще мы узнаем о прилагательных в форме множественного числа? Окончания, в остальных падежах падежные вопросы. Мы составим таблицу падежных вопросов и окончаний прилагательных в форме множественного числа. Она поможет вам в правописании безударных окончаний. Ребята, давайте просклоняем словосочетание прилагательное с существительным, которое только что прочитали. Именительный падеж есть какие? Сонные березки. В родительном падеже нет каких? Сонных березок. Дательный падеж. Дать каким? Сонным березкам. Винительный падеж. Вижу какие? Сонные березки. Творительный падеж. Доволен какими? Сонными березками. Предложный падеж. Думаю о каких? О сонных березках. Ребята, какие особенности склонения прилагательных во множественном числе вы заметили? Совпадают окончания родительного и предложного падежей, именительного и винительного. Молодцы! Давайте сделаем вывод. Прилагательные во множественном числе изменяются только по падежам. По родам они не изменяются. Падеж имен прилагательных как в единственном числе, так и во множественном числе можно узнать по падежу существительному, к которому оно относится. Ребята, в винительном падеже возможен еще один
вариант окончаний. Их, их, если прилагательное связано с одушевленным существительным. А сейчас давайте составим таблицу падежных вопросов и окончаний имен прилагательных в форме множественного числа. Какие падежи в таблице можно объединить? Именительный и винительный, так как они имеют одинаковый вопрос «какие?» и окончание «ие», «ие». Родительный и предложный, так как они имеют одинаковый вопрос «каких?» и окончание «их», «их». И винительный падеж возможен, если прилагательное связано с одушевленным существительным. В дательном падеже вопрос «каким?» окончание «им», «им». В творительном падеже вопрос «какими?» окончание «ими», «ими». Сколько вопросов и вариантов падежных окончаний укажем для винительного падежа? 2. Почему? Так как один для тех случаев, когда прилагательное связано с неодушевленным существительным, а другой, когда прилагательное связано с одушевленным существительным. Ребята, давайте вспомним алгоритм определения падежа имени прилагательных во множественном числе. Первое. Найти существительное, от которого зависит прилагательное, и поставить вопрос. Второе. Определить падеж существительного. В каком падеже существительное, в этом же падеже стоит и прилагательное. Третье. По вопросу и падежу узнать окончание. А сейчас, ребята, перейдем от теории к практике. Вам надо за 1 минуту указать падеж у словосочетаний «за воздушными шарами», «о летних каникулах», «соседние подъезды», «на задних лапах», «из колючих кустов», «с трескучими морозами», «до ранних заморозков», «по речным волнам», «под молодыми дубками». Время пошло. А сейчас давайте проверим, как вы справились с этим заданием. За воздушными шарами – творительный падеж. О летних каникулах – предложный падеж. Соседние подъезды – именительный падеж. На задних лапах – предложный падеж. Из колючих кустов – родительный падеж. С трескучими морозами – творительный падеж. До ранних заморозков – родительный падеж. По речным волнам – дательный падеж. Под молодыми дубками – творительный падеж. Ребята, все справились? Оцените свою работу. Перед вами текст. Прочитаем его. Называется «Гусли». Гусли, ребята, это русский народный струнный щипковый музыкальный инструмент. В русских сказках и былинах
народные песни и пляски обычно сопровождаются игрой на гуслях. Этот старинный инструмент очень любили на Руси, особенно в ее северных областях. Звончатым гуслям нередко противопоставляют звучание оркестра. Могучими переливами гусли создают яркие музыкальные картины. Давайте вставим пропущенные буквы и вспомним орфограммы. В русских удвоенные согласные, в сказках парный согласный. Проверяем словом проверочное слово сказочка. Народные. Словарное слово народ. Обычно ЧК-ЧН пишется без мягкого знака. Старинный. Безударное гласное. Проверочное слово стар. Очень. Показатель мягкости. Северных. Словарное слово север. Картины. Словарное слово. А сейчас определим падеж имен прилагательных во множественном числе. В русских сказках предложный падеж. Народные песни. Именительный падеж. В северных областях предложный падеж. Звончатым гуслям дательный падеж. Могучими переливами творительный падеж. Яркие музыкальные картины винительный падеж. Прочитаем предложение. Могучими переливами гусли создают яркие музыкальные картины. Сделаем синтаксический разбор. Это предложение повествовательное, невосклицательное, распространенное, простое. В предложении говорится о гуслях. Что гусли? Это подлежащее, выраженное существительным в именительном падеже. Гусли что делают? Создают. Это сказуемое, выраженное глаголом. Создают что? Картины. Это существительное в винительном падеже. Картины какие? Яркие, музыкальные. Это определение, прилагательное в винительном падеже. Создают чем? Переливами. Это дополнение, существительное в творительном падеже. Переливами какими? Могучими. Определение, прилагательное в творительном падеже. Замечательно. А сейчас, ребята, подведем итог нашего урока. Вспомните тему нашего урока. Как изменяются имена прилагательные во множественном числе? Только по падежам. Как не изменяются имена прилагательные множественного числа? Они не изменяются по родам. Как определить падеж имени прилагательного во множественном числе? Как и в единственном числе, падеж прилагательного определяется по падежу имени существительного, к которому оно относится. Ребята, после урока предлагаю вам составить рассказ о весне. Используйте прилагательные во множественном числе. Теперь для вас небольшой сюрприз. Это большое сердце
знак моей признательности. Вам предлагаю из 3 маленьких сердечек выбрать одно. Красное – знак хорошего настроения на уроке, того, что вы довольны своей работой. Розовое – знак того, что вы старались, но допускали ошибки и были неточности в работе. И холодное фиолетовое сердце – знак того, что вы на уроке остались равнодушными, и у вас было плохое настроение, и ничего не получилось. На этом наш урок заканчивается. До новых встреч на уроках русского языка.